Салам, Серембечи вашла калажар каларым, тада он Гердюжи Ильдияр Александров. Всем привет, с вами передача «Говорим по-чувашски» и я ее ведущий Ильдияр Александров. Говорить по-чувашски – это не только о языке, но еще и о чувашском мировоззрении. Мы можем говорить на любом языке, но на чувашском. Итак, мы начинаем. Сегодня у нас в гостях 4 прекрасных человека, которым предстоит показать свои знания чувашского языка и чувашской культуры. Давайте же познакомимся с ними. Ольга Егорова, 21 год. Родилась в Аликовском районе Чувашской республики. Педагог-музыкант, увлекается чтением и машинами. Пурнеди салам. Ольга Охтерова, 47 лет. Родилась в Ядринском районе Чувашской республики. Музыкант, заслуженный работник культуры Чувашии. Увлекается северной ходьбой. Илина Филиппова, 36 лет. Родилась в Шемуршинском районе Чувашской республики. Начальник отдела социальных проблем семьи и демографической политики Министерства труда Чувашии. Увлекается народными танцами. Салам. Татьяна Васильева, 18 лет. Родилась в Янтиковском районе Чувашской республики. Студентка, художница. Увлекается пением и рисованием. Итак, правила нашей телевикторины просты. Вам предстоит ответить на 5 вопросов различной степени сложности. Для них предусмотрено 4 варианта ответа. За первый вопрос мы получаем 1 балл, за второй вопрос 2, за третий 3 и так далее. На обдумывание каждого вопроса дается 10 секунд. У вас в руках находятся таблички с вариантами ответов. Кстати, если вы поднимете один вариант ответа, его отменять нельзя, то есть он засчитывается. У вас есть 2 помощника. Знание, удача. Я желаю вам удачи. А мы приступаем. Внимание, первый вопрос. Он касается непосредственно чувашского языка. Чувашский язык отличается особенной частью речи – еверлев самоязем, так называемые звукоподражания. Они очень активно используются в разговоре. Например, как сказать «туда-сюда» или «там-сям» на чувашском языке. Варианты ответов – унда-кунда, чал-чал, полдер-балдер, тринки-тринки. Хорошо, хорошо. Итак, давайте начнем с обсуждения. Ольга, почему вы решили выбрать первый вариант ответа? Потому что унда-гунда. Унда-гунда. Хорошо. Ольга Евгеньевна? Вселил сомнения ответом первым вариантом. И полдер-балдер – это как-то неопределенно. Поэтому, наверное, так. Хорошо. Илина? Звучание такое, что все перемешано. Непонятно, то ли туда, то ли сюда, там-сям. В общем, полдер-палдер. Хорошо. Татьяна? Чал-чал, туда-сюда, звучит и логично, мне кажется. Хорошо. Давайте посмотрим правильный вариант ответа. Да, действительно, челджал. Челджал щищем-щищить. Например, там-сям сверкает молния. Челджал бахкалать. Туда-сюда смотрит. Челджал – это звукоподражание, которое объясняет туда-сюда. Полдер-балдер – расхлябанный скорее. Ладно, поздравляю вас с неправильными вариантами ответов и с правильными вариантами ответов. Итак, мы идем дальше. Вопрос второй. Как вам известно, предки чуваши и волжские булгары были кочевническим тюркским народом. А у всех тюркских народов есть культ волка. У чуваши он тоже был очень сильно развит. У нашего народа есть даже своего рода патрон волков. Его древнее название – Пирхуня, хан волков. Как его называют сейчас? Итак, варианты ответов. Кереметь, Хаямат, Сехметь, Пихамбар. Хорошо. Итак, давайте начнем обсуждение. Ольга, вы выбрали второй вариант ответа. Почему вы решили, что это Хаямат? Интуиция подсказывает. Хорошо. Третий глаз и все такое. Здорово, здорово. Ладно. То есть все исходя из интуиции. Да. Хорошо. Ольга Евгеньевна, у вас 4-й вариант ответа. В Чувашском драмтеатре есть спектакль с пихамбаром связано. Поэтому я выбрала этот вариант. Хорошо. Илина? Также была на этом спектакле, была поражена работой артистов. И очень запомнилось этот сюжет. Он прям про пигамбар. Угу. Таня? Я помню, на уроках литературы нам рассказывали про пигамбар. И поэтому я это запомнила и с легкостью ответила на этот вопрос. Хорошо, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Правильно, это пигамбар. Древнее название пирхуня. Сейчас мы слово пир уже не используем, заменили его словом кашкар, а хун, хан, это мы сохранили. Поэтому правильный ответ пигамбар. Действительно, пигамбар – бог. Он считается покровителем всех животных, и в его свите существуют белые волки. Поздравляю с правильными ответами. Можете себя поаплодировать. Спасибо.
Итак, третий вопрос мы посвятим одной из главных особенностей чувашского народа. Людей, которые отличаются этим качеством, считали родственниками русалок. Говорили, что они вудаш раттынджень, то есть происходят от русалок. Есть еще одно не очень популярное слово, объясняющее это понятие – юрик. О каком качестве идет речь? Варианты ответов. Скромность, бледная кожа, красота, трудолюбие. Вудаш раттынджень, юрик. Хорошо. Так, дамы, объясняйте, пожалуйста, свою позицию. Ольга, давайте начнем с вас. Русалки, они все бледнокожие. Ну, если логически подумать, получается бледная кожа. То есть бледные девушки, значит, происходят от русалок. Ну, да. Ну, логично, определенно. Ольга Евгеньевна. Ну, наверное, то же самое. Русалка – это же утопленница, у утопленницы светлое лицо. Ну, синее, конечно, бледное. Поэтому бледное, наверное, так. Хорошо. Лина. Ну, аналогичная ситуация. Ну, я думаю, все 4 варианта подходят к русалке. Но все-таки отличительная черта – это бледнокожие. Хорошо. Татьяна. Полностью согласна с ответами участников и присоединяюсь к их ответам. Хорошо. Давайте посмотрим правильный ответ. Сейчас раз так неправильно. Такое тоже бывает. Действительно, считалось, что русалки очень трудолюбивы, потому что они живут под водой, живут так же, как и мы. Считалось, что у них очень много богатств, особенно серебра, из-за их трудолюбия. И когда человек берет в жены себе русалку, от них рождаются дети очень красивые и очень трудолюбивые. Варвар, грубо говоря. Вот, поэтому вудаш раттынджень. Зато мы теперь все знаем. У нас женская солидарность. Переходим к 4-му вопросу. Чувашию называют краем 100 тысяч песен, поэтому следующий вопрос мы посвятим чувашской музыкальной культуре. Человека, который умеет играть на этом инструменте, сравнивали с колдуном. Этот музыкант обязательно приглашался на рождение ребенка, на свадьбу, на проводы в армию и, конечно же, на похороны. Инструмент был чрезвычайно распространен среди нашего народа. Но в какой-то момент времени он объявлен частью колдовского культа и попал под запреты. О каком инструменте идет речь? Первый вариант – пузырь-волынка. Второй вариант – бубен. Третий вариант – гусли. Четвертый вариант – гитара. Хорошо. Итак, давайте начнем с Татьяны. Почему третий вариант? На уроках литературы мы всегда читали вот чувашскую литературу, и там всегда упоминались гусли. И я думаю, это верный ответ. Хорошо. Лина? Даже вот в сказках любых там гуслями очень много связано, и так красиво звучание. Я только с этим оппозиционирую. Хорошо. Ольга Евгеньевна? Ну, методом исключения гитара сразу исключается, потому что это не чувашский инструмент. Бубен, конечно, можно было взять как шаманский элемент, но не стала его брать. Пузырь, конечно, вот было сомнение, но все же гусли это такое очаровывающий звук, струн. Вот, наверное, поэтому гусли. Хорошо. Ольга? Ну, из всех 4 вариантов самый такой шаманский инструмент – это бубен. И мне кажется, это все-таки он. Хорошо. Давайте посмотрим правильный вариант. Пузырь-волынка. У чувашей существует 2 вида волынок. Вот есть пузырь и есть волынка. Пузырь был распространен среди верховых чувашей. Волынка у нас больше у низовых и средненизовых чувашей. Пузырь-волынка по всей Европе и по многим странам в свое время был объявлен колдовским инструментом, потому что его использовали на обрядах перехода. То есть считалось, что это что-то мистическое. В то время, когда запреты были и среди нашего народа, их прятали в навозных кучах. Только таким образом у нас сохранилось очень много образцов старинных инструментов. Поэтому этот инструмент, конечно же, был под запретом, и волынщика сравнивали с колдуном. Туих ищен шобар галамащи. После свадьбы на волынке не играют. То есть обязательный инструмент на свадьбе – это волынка, а музыка, которую издают, например, вот при похоронах, называется эржерумкеви. То есть специальное название даже для этой мелодии существует. Ну, снова вас поздравляю. Ну да, гусли красивее звучат, конечно. Мы переходим к 5-му вопросу. Заключительный вопрос мы посвятим выдающимся людям Чувашии. Этот человек создал целую науку. Она настолько понравилась жителям нашей планеты, что ее стали активно развивать. Она касается традиционных, национальных методов воспитания и обучения подрастающего поколения. Назовите имя этого человека. Варианты: Василий Магнитский,
Николай Ашмарин, Геннадий Волков, Николай Ильминский. Хорошо. Татьяна, почему вы считаете, что это Николай Ашмарин? На самом деле я не совсем уверена в своем ответе, но по интуиции. Хорошо. Ирина, У меня дома в детстве была его книга. какая? Ну, вот я помню, что Ашмарин написано было, но я не читала ее. Хорошо. Я приеду, перечитаю. Хорошо. Ольга Евгеньевна, Ну, у нас в педуниверситете проходят волковские чтения. Я думаю, что вот как раз про этого человека и говорится в вашем вопросе. хорошо. Ольга, Я вспомнила сразу уроки культуры родного края, которые я изучала в школе. И отдельно была посвящена статья Геннадия Волкова. Если я не ошибаюсь, он известный очень педагог и крутился, вертелся в этой сфере. Поэтому я прям уверена, что это Геннадий Волков. хорошо. Давайте посмотрим правильный вариант ответа. Действительно, это Геннадий Волков. Он создал такую науку, как этнопедагогика, то есть педагогика, основанная на национальных традициях воспитания. Итак, мы сейчас подведем итоги. Я вас всех поздравляю с хорошими результатами. Хоть Какие что-то я знаю. они? Это самый большой балл. Победила дружба. Определенно. Да? Итак, мы подвели итоги. Можем поздравить Ольгу Евгеньевну Охтерову с заслуженным первым местом. Она набрала 7 баллов. Итак, Очень приятно. аплодируем. С вами была передача «Говорим по-чувашски» и я, ее ведущий Ильдияр Александров. Мы поздравляем победителя Ольгу Евгеньевну и говорим, что она действительно чавашла галажать. Тавдабуш. 1 язык – 1 ум, 2 языка – 2 ума, 3 языка – 3 ума. Так говорил Иван Яковлевич Яковлев. Сегодня мы смогли в этом убедиться. Давайте же стремиться быть самыми умными. До следующей встречи. Чи Берюлар.